Залягання ў цвёрдых пародах і знаходжання ў закаркаваным стане. Такія праблемы характэрны для цяжказдабыўнай нафты. Для яе атрымання неабходна гарызантальнае бурэнне свідравін. Працягласць такога участка можа превышаць 2000 метров. Я вам продемонстрирую сейчас жидкость разрыва. Это биополимерная жидкость, то есть она состоит из гуарового гелеобразователя. Это естественный гелеобразователь, добываемый в Индии из плодов бобов. В ней ярко выражены вескостные свойства. То есть, видите, я пытаюсь жидкость перелить в стакан, она не хочет литься, образует язык. За счет наличия вязких свойств данной жидкости она может разорвать пласт и в своем составе нести пропан. Значны нюанс у працы беларускіх нафтавікоў – наяўнасць неабходнага абсталявання, паколькі прымяненне перадавых тэхналогій патрабуе адпаведнага ўзроўню аснашчальнасці. Заходнія ўзоры тэхнікі за апошнія некалькі гадоў былі паспяхова замешчаны аналагамі айчыннай, кітайскай і расійскай вытворчасці. Опыт наш уникален тем, что у нас полный конвейерный цикл внутри компании. Мы компания, осуществляющая все виды сервисов собственными силами, и, соответственно, конвейерность выстраивалась на каждом этапе, сокращались сроки проведения этих работ, снижалась затратная часть себестоимости этих работ. И этот опыт как раз-таки мы продемонстрировали и показали, что с этими запасами можно работать только когда каждый этап выстроен, оптимизирован и минимизирован по срокам и по затратам. Для ўсіх рэгіёнаў свету, асабліва для краін без вялікіх запасаў нафты, актуальна здабыча цяжказдабывальных запасаў. Вопыт нашай краіны ў гэтай тэме прызнаны сусветны і прыцягвае ўвагу нафтавікоў з іншых дзяржаў, якія валодаюць куды больш вялікімі запасамі вуглеводородаў. Я для себя отметил это очень тесную производственную интеграцию. И вот даже сегодня коллеги рассказывали о том, что даже то оборудование, которое используется, те химические реагенты, они очень часто произведены в Беларуси. То есть это, безусловно, повышает ВВП страны. То есть это не только добыча нефти, это вся производственная цепочка от заводов, от производства оборудования до добычи. И это, безусловно, впечатляет. Очень высокая культура производства. И, в принципе, идеология построения всей вот этой вот разработки, всего этого сервиса, конечно, есть чему поучиться. Я думаю, по приезду к себе на родину, в Татарстан, мы очень многие вещи пересмотрим со своей стороны. Возможно, будут какие-то работы налажены, возможно, пока говорю, будут налажены какие-то совместные работы. То есть тот опыт и те знания, которые мы получили, конечно, являются очень богатыми, очень существенным. Бурэнне гарызантальных свідравін – эканамічна абгуртаванае рашэнне, якое ў будучым дазволіць установіць новыя рэкорды па здабычы нафты. Калі раней для будаўніцтва падобных свідравін неабходна было ад 135 дзён, то цяпер не больш за 45. Владислава Голобокіна, Владислав Козлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».